Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на 7-м концерте серии цикла «Музыка. Душа народа». Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в этом зале Национальной консерватории имени Калая Молдовасанова на вечере, посвященному истории музыкальной культуре уйгурского народа. Уйгуры – один из древнейших тюркских народов с богатейшим культурным наследием. В каждую историческую эпоху они вносили свой вклад в создание материальных и духовных богатств. Уйгуры являются наследниками богатых традиций и культуры, а также большими ценителями прекрасного. На материалах устного творчества, вошедших в книгу философа Махмуда Кашкари, можно проследить, как блестяще сконцентрирована народная мудрость, отражающая развитость языка, особенности традиций и обычаев, образа жизни, которые свидетельствуют о том, что народная педагогика основывалась на глубоких знаниях действительности и древней философии. Уйгуристан расположен у истоков Великого Шелкового пути. Недаром ученые называют родину уйгуров сердцем Азии. Слово «уйгур» ученым мира стало широко известно с момента обнаружения в Турфанской долине копии рукописи книги «Огузнаме», которая в настоящее время хранится в Национальной библиотеке Франции в городе Париж. Копия Огузнаме была написана на уйгурском языке примерно в XIII-XIV веках, а подлинник в IX-X веках. По мнению ученых, уйгурская письменность и уйгурский язык сложились во II веке до нашей эры. В эпоху завоевания Чингисхана монголы восприняли не только уйгурское письмо, но и способ печатания книг. Уйгурская письменность в Монгольской империи была возведена в ранг государственной, которой пользовались вплоть до XVII века. Но прежде мы бы хотели поблагодарить инициатора цикла «Музыка. Душа народа», нашу уважаемую Розу Исаковну Отумбаеву. И слова матери Терезы: мы не делаем великих дел, но свои дела мы делаем с великой любовью, относятся именно к ней и ее фонду. И под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем на сцену нашу уважаемую, очаровательную Розу Исаковну Отумбаевну. Уважаемый зал, уважаемые участники этого концерта, я думаю, что мы получим сегодня огромное наслаждение, потому что это древнейшая культура, это прекрасная музыка, это один из мудрых народов в нашей части света. Вместе с нами народ Кыргызстана составляет много этнических групп. Уйгуры составляют только 1% всего населения Кыргызстана. Здесь Султан Каримов стоит, который всегда, давайте похлопаем. Султан, я знаю, что когда он запоет, то запоет весь зал, запоет вся страна. С какой отдачей он поет, как он поет о своей стране, это, конечно, вот видно, что этот человек живет этой страной, это его родина, это его душа. Мы эти концерты затевали для того, чтобы вы все знали, вот не просто вот здесь спели и отплясали, а вы точно знали, что у уйгуров есть такая культура песенная, как мукам. Будете уходить из этого зала сегодня, запомните, мукам. Мукам, который простирается от Кыргызстана до Египта и Сирии, от Азербайджана до Узбекистана. Это замечательная песенная культура и 12 мукамов,
классиков этого песнопения, они являются носителями уйгурской культуры. Барис бир эл болуп жашап атабыз, ушул биздин кызматташтыгыбыз, ушул биздин достугубуз эч качан түгөнбөсүн. Мы все с вами один народ, мы все с вами любим, уважаем, но мы должны понимать и знать культуру друг друга. Об этом сегодня наш концерт. Это мероприятие было бы невозможным без участия Ассамблеи народа Кыргызстана. Мы с удовольствием приглашаем для приветственного слова председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, академика Бектемира Мурзубраимовича Мурзубраимова. Урматтуу бүгүнкү концерт лекциянын катышуучулары. Мамындай концерт, мамындай майрам болбойт эле, эгерде Роза Исаковна ушул ишти өзү жоопкерчилигин алып баштабаса. Кайсы мамлекет болбосун, айрыкча Кыргызстан үчүн келечектин бардыгы ушу элдин биримдигинде. Действительно, уйгурский народ очень древнейший народ, культурнейший народ, можно сказать. Особенно для Центральной Азии, Средней Азии, это один из культурнейший народ, это уйгуры. У них славные традиции, это музыкальный народ. В Кыргызстане тоже с древних времен они только поддерживали, помогали становлению, развитию Кыргызской ССР и Кыргызстана. Ушул жүргүзүлгөн иш-чаралар на кыргызда айтат, өңдү көрсө жүз таят дейт. Элдер бири-бири менен учурашып, достугубуз, ынтымагыбыз бекемделип, кандай жакшы болгон, мен уйгурлардын ушул иш-чараларынан келгендейин, ушундай жакшы уктап, ден соолугумда башкача болуп калат. Бүгүнкү кечебиз көңүлдүү өтсүн. Приятного вам отдыха, дорогие друзья. Спасибо. Уйгурский танец с чашками требует большого мастерства. Ни одна капля воды не должна пролиться за время танца. Со стороны, наверное, сначала показалось, что пиалы закреплены на головах, ведь они даже не покачивались во время танца. Однако, как вы убедились, пиалки стоят без поддержки. Более того, в них была налита вода. Этот танец завоевал много золотых и серебряных наград на различных хореографических конкурсах.
оставили богатейшее наследие по строительству жилищ, одежде, украшениям, традициям питания. Они развили мастерство по цветной живописи в пещерах, о чем свидетельствуют фрески Мэн-Уи, тысячи пещер. Создали своеобразное зодчество, виды караванной торговли, деньги, ювелирное дело, искусство резьбы узоров, литье, гончарное дело, изготовление шелка, ткачество, ковроткачество, обработку нефрита, книгопечатание и можно очень долго продолжать, чем удивляли наши предки. Но сегодня мы хотим рассказать о том, какую роль играет музыка в жизни уйгуров. Восток – место, где берут свое начало реки человеческой цивилизации, источник, из которого по воле Всевышнего черпает сокровенные знания все человечество. Музыка – это еще одно богатство Востока, среди которых на ожерелье разнообразных музыкальных жанров ярко сверкает жемчужина 12 мукамов. Этот жанр настолько древний, что история его происхождения до сих пор остается тайной, и только слушая его, можно ощутить дыхание веков. Bu ketim asliga varislik qilib qayta rətlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dastonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Я струны моего сатара со струнами души солью. Пускай утешатся страдальцы, услышав музыку мою. Cihanda tatlılar insandır yazettin Resmi malini Qinin aliçin eylep Kılip bu can var Can fidanını Eğer sen yaxşı bulmakka şansan yok Şilik köpür Yamanın cömertlik Hıyanetin var Dil cüdalini Tepektir bilen Hayatın kelsin oynay Tamam Wow
kakak tepiş kaysı Kızı terden bağlanır elge Muhabbet aşinalı Ayağı derdi А сейчас мы хотим пригласить на сцену, чтобы продемонстрировала свою виртуозную игру, мастерство наша очаровательная Рушангуль Мумунова. Рушангуль Мамунова. Tadım derya boyuna
açılıp kezilgün Sen yanını derdinde Sunay deste kızgın Sunay deste kezilgün Acep okşattı bu ağaç Üstten boyda bu ağaç Üstten boyda bu ağaç Arzumizgi yettik biz Tam hoşna yıkın bu ağaç Tam hoşna yıkın bu ağaç Asmenin ayı bulup Cimi alemni ten kürsen Cimi alemni ten kürsen Yanemni çay bulup Lavlerimni köydürsem Lavlerimni köydürsem Lavlerimni köydürsem Прозвучит в исполнении группы «Салам», называется «Брпада». Usulda Sabina bizning tinchlik bo'lsin, hurmatli mollar. Hey, Танцует Сабина. Уйгуры делят народные песни согласно местности, в которой они произошли. В каждой местности есть свои неповторимые звуки. Песни обычно сопровождаются тутаром и дапом. Одна из интересных особенностей уйгурских народных песен – это то, что они никогда не начинаются и не заканчиваются игрой на акцентированном барабане. Стиль пения чрезвычайно красочный и использует различные захватывающие движения, особенно в песнях Илийского края. Кумульский стиль считается более мягким, в то время как кашгарский стиль более энергичный. Песни обычно короткие, длятся несколько минут и обычно соединенные вместе в группы, подобно уличным песням кульджей «Хочу нахшсы юрши». Большинство текстов уйгурских песен, конечно же, о любви. Также есть песни религиозного, исторического и комического содержания.
И сейчас наш детский ансамбль «Интезар» исполнит для вас композицию «Бахар Сейлсе». Музыка весны. Уйгуры часто проводят машряб. Машряб – это самое популярное собрание. В нем может участвовать любое количество людей. Даланский машряб обычно проводится с большим количеством людей, около 100 и более человек, и обычно длится всю ночь. Такое событие не обходится без музыки. Исполняются мукамы и танцы, комические постановки и эпические песни. Иногда приглашают хуна для обсуждения моральных и религиозных вопросов. Машряб также выполняет функцию публичного суда. Виновники предстают перед главой машряба, их критикуют, выносят наказание. Машряб сопровождается банкетом. Приглашают певцов, музыкантов, которые исполняют песню и самую разнообразную музыку, народные песни, сенем, танцевальную музыку. Праздники Курбан-Байрам, Рамазан и Навруз – важные события для музыкальной деятельности. Основываясь на летописях, уйгурские исследователи выявили тот факт, что музыка уйгуров берет свое начало с XI века до нашей эры, с эпохи народа Ди. У уйгуров более 60 музыкальных инструментов.
танцевальная группа «Интезар». Танцы – неотъемлемая часть уйгурской культуры. Во время праздника Курванайт группы Награ Сунай могут играть музыку на крышах главных мечетей. Самое завораживающее исполнение делают в Кашгаре, и многочисленные толпы собираются, чтобы в течение ночи танцевать местные стили национальных танцев шадияна и сама. Много стилей уйгурского танца включают театральные элементы, как ляпер, комические пародии с пением и играемыми ролями или популярным танцем хушкейпият. Танец пляска доланцев отличается от танцев других уйгуров. Он состоит из многочисленных движений тела на полусогнутых ногах и размахами обеих рук. Дорогие друзья, вообще танец, этот доланский танец считается самым древним.
Арунжан Разиев исполнит песню «Чырайлык». Çıraylıksan, ben kügem botlada, küyüp sen çidalımsan, dostum çıraylık. Ben kügem botlada, küyüp sen çidalımsan, yarım çıraylık. Çıraylıksan, senin mabami doyarın, senin mabami doyarın. Jülgünlüktürgen, ondan zindeki halın, yarın çıraylık. Jülgünlüktürgen, ondan zindeki halın, yarın çıraylık. Подруга в саду приглянулась, набросив заморский платок. Цветком мне она показалась, он жар в моем сердце зажег. Ey megbugum metlubum senin yaşı, senin yaşın azap olsun. Nikab açkı küre yüzü, yüzüm cemalın aşka olsun. Keşme-i mazarın geçerken gün, senin yadın cennetleri daim dışımda dışımda can uzak olsun.
ateş gözlü cananım. Гүлназ. Махаля – хранительница уйгурских традиций. Это целая система отношений между жителями одного квартала. Особенность Махали в том, что вся жизнь Махали держится на определенных неписанных законах. Главным является совет старейшин Махали, как мужчин, так и женщин, жигет-беше. Они заботятся о сохранении уйгурских традиций и обычаев, таких как поминальные обряды, бешиктой и, конечно же, свадьба. На сцене Азат Сеид исполнит свадебную песню «Тойла Мубарек». Свадьба у уйгуров – один из самых важных событий в жизни человека. Это счастливый день не только в жизни молодых, но и в жизни родителей. Это символ сбывшихся прекрасных надежд. По мусульманским законам обряд ника выполняется только при обоюдном согласии. Свадебные торжества занимают значительное место в устном народном творчестве уйгуров, как и у других народов. У уйгуров свадьба – всесторонне сформированное празднество, в котором имеют место музыка, танцы, свадебные песни, тосты, шутки. Невесту провожают с глубоким уважением, соблюдая древние обычаи. Уважаемые старейшины Махали дают наставления жениху и невесте. Сегодня мы хотим показать вам два обряда, как жениха и невесту встречают после свадьбы в доме жениха, где они должны пройти 3 раза вокруг костра, который символизирует очищение. Следующий обряд келин-салам. Он проходит на 2-й день после свадьбы в доме жениха. Ассаламу алейкум, келин саламға келді Алла yolуда. Алла яр болсын. Ассаламу алейкум, келин саламға келді Пайғамбарымыз yolуда. Пайғамбарымыз яр болсын. Ассаламу алейкум, келин саламға келді Чарьяланың yolуда. Чарьяла яр болсын. Ассаламу алейкум, келин саламға келді бұғылары білән мамларының yolуда. Бұғылары мумылары яр болсын. Ассаламу алейкум, келин саламға келді ата-анларыға. Ата-анлары яр болсын. Ассаламу алейкум, келин саламға келді чоң кичик қолым қошна, қом қеріндашлаға, чоң дадылаға, чоң атлаға, кичик анлаға, кичик дадылаға. Келин саламға келді. Әммісі яр болсын. Әмді қыны ана, тәлім әлімлен өзіңіз бергейсіз. Рахмет. Келініміз сәхәр тұрар болғай. Түнлік дерізіні açar болғай. Өй, ойларамны сүпіріп, мәхнет мейнеттің қачар болғай. 9 оғыл бір қызның мехрибан ана болғай. Отанда қойы толғай. Илкілік, қаллылық болғай. Кішіге һәм yüzü tüvən болғай. Çoğlarını hürmet болғай. Salam saatlik болғай. Шқа өз чаққан болғай. Түві елғай, күчі ұзарғай. Алла өзі яр болғай. Рәхмет ана, рәхмет ана. Әмді келің дуғаланы берің біздің яшлаға. Шки яш бәхтлік болсын. Қошқыны білән қоша қырысын. Алдыны бала, ақсыны мал балсын. Шки яш бәхтлік болсын. Амин. Амин.
И эта песня звучит нашей невестке и вам. Yar durar eşikinde, kızıl gül içilgandek, ahır harap kaldım, hem içimde kalgandek. Yarımın bensizi, oyuna gülüp gözü, aynikin aptapnikin, yarımın kızıl yüzü. Kepterim, görünmeydu, kepterim. Şiirlerini başkaları yazalmaydı. Biz sügen güzel yerini başkaları süyalmaydı. Biz yazan şiirlerini başkaları yazalmaydı. Biz sügen güzel yerini başkaları süyalmaydı. Aşna buldum üzünge, kışın beylen küzünge. Bir nece zaman buldu, hitamidin üzünge. Yarışıklı ecep bu, etles göyle uçanga. Kaçan geçep varım ben, cibamide koçanga. Kepterim, görünmeydu, kepter var, divaldi. Yazan şiirlerini başkaları yazalmaydı. Biz sügen güzel yerini başkaları süyalmaydı. Biz yazan şiirlerini başkaları yazalmaydı. Biz sügen güzel yerini başkaları süyalmaydı. Şimdi dinledim, babacını basırdım. Uyuyman, hava bilge, ısık bir geçici. Manastandan batırgan cer, talastan atırgan el. Gelin gençliğine, dinlayınıp da babıra gel. Kıyılalardan sen izlesin, kırgızıma içirdin. Cerine burada para, çiçelik sen. Kıyılalardan sen izlesin, kırgızıma içirdin. Cerine burada para, çiçelik sen. Как прекрасна наша земля, красотой безмерно полна. Мой дивный край, край
золотой, не налюбоваться тобой. Дай мне доброй силы, страна, этой песней славлю тебя. Горы, леса, реки, поля, Кыргызстан, ты родина моя. О, сияй, мой гордый Бишкек, горных кручах сары черек, Иссык-Куль и Джалалабад, нашей встрече я буду рад. Здравствуй, Ош, и здравствуй, Талас, вновь Баткен зовет в гости нас. Алатон, Нарын и Тянь-Шань, процветай, мой Кыргызстан. Вместе, друзья, дружно поем песню о нашей земле. Родина, вечно живи, Кыргызстан! О, сияй, мой гордый Бишкек, горных кручах сары черек, Иссык-Куль и Джалалабад, нашей встрече я буду рад. Здравствуй, Ош, и здравствуй, Талас, вновь Баткен зовет в гости нас. Алатон, Нарын и Тянь-Шань, процветай, мой Кыргызстан. Процветай, мой Кыргызстан. Огромное спасибо. Сегодня вели программу Дильнура Халилова и заслуженный артист Кыргызстана Султан Каримов. Кәгінің рахмет. Көрішкіше аман болғайлық. Görüşкөнчө саламатты болуңуздар.